В день ратификации соглашения об инвестициях 14 депутатов парламента из 35 не пришли на заседание. Открывая сессию, спикер Лаша Ашуба рассказал о причинах неявки части народных избранников. Сегодня у нас очередное заседание сессии парламента. К сожалению, на сессии не присутствует множество депутатов. Связано это с теми процессами, которые происходили в эти дни, с беспрецедентным давлением, которое оказывалось на депутатов. Некоторые из депутатов сказали, что отказываются в таких условиях работать. В общем, было много разных событий за эти дни. Конечно же, призываем наше общество сохранять спокойствие, стабильность и относиться друг к другу уважительно и терпимо. Это самое главное, что я хотел сказать. 21 человек на сессии сегодняшней присутствует. В общем-то, есть мнение у коллег, что в таких условиях вообще не проводить сессию. Но мы должны это обсудить и вынести вопрос на голосование в связи с тем, что у нас кворум на сессии сегодняшней присутствует. Депутат Дауд Хутаба хотел внести в раздел «Разное» поправки к закону о выборах президента, но отказался от этой идеи, так как для такого голосования необходимо минимум 24 голоса. Далее депутаты высказали свое мнение по повестке дня. Ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Российской Федерации, из-за что при ратификации хейхамаран и ахтарани аз яхабия мшинцакна янаххпха убриза афганагара сарих схатала иссиму. Депутат Дмитрий Маршани отметил, что именно решения исполнительной власти Абхазии привели страну к политическому кризису и общественность к стенам парламента. Исполнительная власть знала мнение депутатов и никакой необходимости ехать и подписывать соглашение, с учетом того, что у нас были здесь большие вопросы к этому соглашению, мне кажется, не нужно было. И вся эта ситуация, она то, что на улице происходит, какие волнения в обществе. И эта вся ситуация возникла из-за этого. Мы этого не хотели, да. И те, кто здесь находятся, депутаты, мы просили, подождите, дайте время, не подписывайте. В таком формате мы не готовы принять. Но, не знаю, нас не увидели, наверное. Ну, все это происходит из-за того, что, наверное, кто-то думает, что как-то можно какие-то вопросы, значит, решить кого-то через, не знаю, ну, уговорить или там, я не знаю, каким-то образом, но если бы все это было во взаимоуважительной, значит, атмосфере, такого бы не было. Вот что я хотел сказать. И поэтому теперь все мы, получается, это произошло не из-за всех, теперь все мы должны искать выход из ситуации. Понимаете, что происходит? Для того, чтобы кто-то нас не услышал, для того, чтобы кто-то не воспринял, да, в полной мере то, что мы говорим, теперь мы все должны из этой ситуации исходить. Это очень плохая практика, мои дорогие друзья. Здесь старшие люди сидят, не знаю, я думаю, что здесь тоже они скажут свое мнение и так далее. Но вся эта ситуация создана потому, что у нас элементарного нет уважения, элементарно нету государственного подхода. Понимаете, когда ты какой-то шаг совершаешь, должен понимать его последствия. Ну, как я понял, здесь какие-то шаги совершают люди и никаких последствий. Я думаю, что с этого не будет. Посмотрите, сколько людей собралось, это все можно было избежать. Это не мы виноваты. Понимаете, посмотрите, сколько людей. Кан Кварча упомянул, что спикер парламента ранее направлял письмо в Минэкономики Абхазии, в котором разъяснял, что позиция главы комитета по международным связям Алхаса Барциц не отражает позицию всего Народного собрания. Никто, ни один из парламента, вот здесь парламентеров, да, сидящих, никогда никто не говорил, что кто-то против соглашения. Мы единственное сказали, давайте его приведем в соответствии наших интересов абхазской стороны, всего лишь. Надо быть сумасшедшим, чтобы сказать, что мы не хотим инвестиций. Такого нету, и не антироссийских настроений тоже здесь нету. Просто когда есть две стороны договаривающие, каждый туда вносит максимально себе выгодные вопросы. Но извините меня, мы сейчас об этом говорим, но там нету в этом соглашении, на мой взгляд, я не навязываю. В связи с этим, Лаша Магдалович, мы знаем, вы хотя официально нигде не оглашали, но сегодня мы не можем не сказать. Вы написали письмо. Это наши рабочие. Да. После письма я был одним из инициаторов проекта по многофункциональному комплексу. Да. Более того, часть депутатов говорила, что если не будет, значит,
НДС, многофункциональных комплексов и еще других вопросов, то эти вопросы мы, в общем-то, не видим ничего страшного в соглашении. Другой вопрос, как позиция претерпевает изменения. Да. Это наши внутренние рабочие моменты. Чему говорю? В связи со всеми вот этими вопросами, знаете, это стало практикой. Значит, несмотря на возражения, на внесение изменений, на наше мнение, нам присылать документы, с которыми нам приходится здесь потеть, в неудобстве. Уже давно заведенная. Нет, Лашин, в данном случае мы были в контакте, в конкретном контакте с исполнительной властью, мы надеялись, что все-таки мы где-то на каком-то этапе начали все-таки взаимодействовать. Практика опять показала, что они парламент не видят, депутатов не видят. Депутат Эрик Рштуни предложил коллегам принять такое решение, чтобы больше не возвращаться к вопросу соглашения об инвестициях. С учетом того, что вот сейчас такая ситуация у нас происходит, некоторые коллеги отсутствуют, просто чтобы не получилось так, что сегодня мы вопрос снимем, и через одну определенную сессию опять этот вопрос появится, и у нас та же самая картина будет, как и сейчас. Поэтому я думаю, что надо как-то этот вопрос решить, потому что, соответственно, сегодня такая ситуация, что нам с этим вопросом постоянно идти не получится. Если здесь присутствующие депутаты, есть те, которые находятся, я не знаю, надо решение какое-то найти к тому, чтобы этот вопрос, в случае даже того, что если он не снимет, то есть снимется, чтобы мы к нему не возвращались, по крайней мере, до того момента, было предложение от нашей организации, допустим, до момента президентских выборов, и чтобы этот вопрос у нас не поднимался. Депутат Наур Нормания призвал коллег не будоражить общество, не провоцировать протесты и не откладывать голосование по соглашению. Постоянно в тех или иных соглашениях крутится одна и та же формулировка, что в Абхазии есть антироссийские настроения. Антироссийских настроений в Абхазии нет. Это первое. Второе. Если это соглашение как преподносит власть о том, что это хорошо для Абхазии. Если мы против этого идем, какая-то часть депутатского корпуса, это в первую очередь антиабхазское настроение, а не антироссийское. Вот что я хочу подчеркнуть. Это первое. Второе. Насчет снятия данного вопроса с повестки дня. Знаете, я бы проголосовал за снятие данного вопроса с повестки дня, если бы комитет, который выносил данный вопрос, сегодня пришли бы и было бы их решением, они озвучили бы свою позицию о снятии данного вопроса с повестки дня, я бы это взял бы на вооружение. Но такой ситуации нет. Я не вижу смысла снимать данный вопрос с повестки дня. 21 человек присутствует, мы обозначим свою позицию. Депутат Дауд Хутаба также высказался за то, чтобы провести голосование и не возвращаться больше к этому вопросу. Я все-таки считаю, что нам сегодня надо с этим вопросом закончить, потому что иначе он вернется еще раз, и еще другой, и еще другой. Сегодня, мне хотелось бы, чтобы мы проявили в этом плане какую-то принципиальность. Народные избранники перешли к голосованию за повестку дня. Из 21 депутата за проведение сессии проголосовали 13 человек, против 4, 2 воздержались и 2 не нажали ничего. Таким образом, повестку не одобрили, и сессия считается отложенной. Депутат Адгур Харазия спросил у коллег, почему они так проголосовали. Вот я хочу спросить, почему мы сессию не проводим? Постоянно раз Потому что у нас вопросов много, Артур Ахмедович, которые связаны с большинством голосов. У нас ни один вопрос может быть. Тем более поэтому... не пройдет, Встретимся на следующем неделе. Можно сказать, что заседание парламента закончилось, так и не начавшись, но тем не менее положив начало событиям, последовавшим далее. Надежда Боровикова, Торник Камич, Тимур Гогухия, Абаза ТВ.